Статья под названием «Ямамото». Акция «Жители сами указывают властям участок, который надо отремонтировать». Теперь каждый недовольный состоянием дорог может не только заявить об этом публично, но и повлиять на решение властей, какую яму латать первой. Ростовская область присоединилась к проекту «Карта убитых дорог», созданному ОНФ. На Дону активисты обследовали уже 220 дорог, которые еще находятся на гарантии подрядчиков, и около 100 негарантийных. Общее впечатление – яма на яме. Карта Ростовской области под названием «Я хочу отметить дорогу» испещрена значками. Одним из первых сторонников этого движения стал Константин Исаков из Волгодонска, автолюбитель с 15-летним стажем. На карте метками ему пришлось отметить буквально весь свой путь от дома до работы. Вся проезжая часть в ужаснейшем состоянии. Начиная с улицы Королева, затем железнодорожный переезд, улица Морская, заметьте, одна из центральных улиц Волгодонска, и проспект 30 лет Победы. Асфальт растаял вместе со снегом, а под ним оказались пустоты. На Морской постоянно ДТП. Я уже второй раз буду ремонтировать ходовую. Это при том, что исправно плачу транспортный налог 8600 рублей в год. Автовладелец фотографировал самые каверзные ямы. Одна – полколеса, другая – с полкузова машины. И разместил их на карте убитых дорог. Нужно только открыть страницу и пару раз кликнуть мышью. Здесь можно разместить фото разбитого участка, его координаты и пометить свое сообщение красным флажком. С этого момента активисты следят за состоянием участка и по мере того, как власти его ремонтируют, меняют цвет флажка на желтый, а потом и на зеленый. Таким образом, можно эффективно отслеживать строительный процесс, а также расход бюджетных средств. В этом году на ремонт дорог в регионе выделено 4 миллиарда 400 тысяч рублей. Как и куда они будут потрачены? 12 марта организована дорожная инспекция ОНФ. Активисты проверят состояние дорог в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Но основная задача инспекции – поддержка неравнодушных людей, которые заполняют карту убитых дорог и обозначают самые проблемные участки. Активисты проведут рейды и уделят внимание именно таким народным дорогам, которые требуют первоочередного ремонта. Среди таких улица Станиславского. Сейчас ее закрыли на реконструкцию. Она обойдется в 970,9 миллиона рублей. По мнению горожан, первоочередного ремонта требует улица Обсерваторная, Ченцова, проезжая часть моста на проспекте Стачки и переулок Семашко. Независимая экспертиза показала, что качество материалов, из которых строятся дороги на Дону, в большинстве случаев не соответствует норме. Пробы грунта брали на дорогах Азова, Волгодонска, Ростова и Шахт. Часть материалов передавали на экспертизу Министерства транспорта региона, а другую в независимую лабораторию в Волгограде. Результаты не совпали. Обнаружено полное несоответствие ГОСТам. Более того, найдены участки дорог, которые не ремонтировали с момента их создания. Представитель городадминистрации Лебедев поясняет, что причина срыва работ в прошлом году – несвоевременно дошедшие федеральные субсидии на ремонт. А пока денег нет, нельзя проводить аукционы и начинать работы. А в Волгодонске в тендере приняла участие некая фирма, сбившая цены на стоимость работ на 60% и выигравшая конкурс. Что у нее было в составе асфальтовой смеси, так и осталось загадкой. Буквально через месяц проверка показала – асфальт исчез буквально на глазах. Авторы статьи Мария Бровкина, Лариса Ионова. Российская газета «Ростов-на-Дону». Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.